О вызовах в сфере безопасности и рисках, связанных с новогодними праздниками, поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. И гость эфира Кирилл Первов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Здравствуйте, Кирилл Сергеевич. Добрый день. Как всегда, рады вас видеть в нашей студии. Сразу начнем подводить итоги 2025 года. Какие ключевые вызовы в сфере безопасности стояли перед республикой в этом году? Да, традиционно этот год нам принес различные происшествия. К сожалению, были и 5 чрезвычайных ситуаций. Конечно, если вспоминать какие-то крупные такие происшествия, да, то весной этого года мы столкнулись с таким аномально ранним паводком. И все помнят, как в Архангельском районе у нас был подтоплен населенный пункт Азову и еще часть населенных пунктов. В результате данной чрезвычайной ситуации пострадало более 300 человек. Но здесь могу сказать, что совместными усилиями пожарно-спасательных подразделений, других министерств, ведомств, администрации, муниципалитетов удалось, самое главное, достичь задачи не допустить человеческих жертв. И все, как всегда, очень оперативно реагировали. Также, наверное, новыми вызовами в этом году были это атаки беспилотных летательных аппаратов. К сожалению, мы столкнулись и с такими рисками. Также все необходимые меры здесь принимаются для того, чтобы им противодействовать, и эта работа продолжается. Ну и, конечно, в течение года были достаточно крупные происшествия на ряде промышленных предприятий. Там также оперативно все службы реагировали для того, чтобы не допустить, чтобы наше население каким-то образом пострадало. Ну и могу сказать, что в этом году система активно продолжала развиваться. В этом году мы открыли новую пожарную часть на северо-востоке республики в Салаватском районе. Продолжается создание инфраструктуры нашего спасательного отряда в Мелюзовском районе на Нугушском водохранилище. И в этом году мы там построили быстровозводимое здание. Приобретается новая техника для пожарных, для спасателей. Это делается в рамках стратегии развития пожарно-спасательных сил, которая вот у нас в республике по поручению главы республики Башкортостан Ради Фаридовича Хабирова реализуется. И могу сказать, что система развивается, количество спасенных ежегодно увеличивается. В этом году вот в чрезвычайных ситуациях, происшествиях на воде, в пожарах спасено уже более 1800 человек. Могу сказать, что у нас тенденция ежегодно сокращается количество погибших на пожарах, на водных объектах. Вот буквально за последние 5 лет, если смотреть, и на пожарах, и на воде количество погибающих сократилось на треть. Это, наверное, самый главный результат нашей работы. А все-таки какой-то, может быть, случай, хотя я уверена, их очень много за год произошло, ну такая, знаете, какая-то была маленькая или даже большая всеобщая победа. Такой случай сможете вспомнить, рассказать? Ну, знаете, вот наша работа, она, наверное, состоит не из подвигов, а вот из ежедневной кропотливой работы. И вот каждое какое-то происшествие, каждый пожар, каждая чрезвычайная ситуация, когда удается спасти человека, это такая победа каждый день. Здорово. Давайте сразу о новогодних праздниках. Наверняка есть риски, связанные с проведением их. Это пиротехника, что-то другое, что вы выделите, и, может быть, сразу дадите какие-то советы родителям и жителям республики? Но ежегодно, конечно, вот в зимний период, особенно в декабре и январе, количество трагических пожаров возрастает. Причины, они в основном идентичны, да? Это неосторожность при курении дома, неисправность электропроводки и перекал или неисправность печей. Поэтому мы рекомендуем всем вот обратить в первую очередь на себя внимание, да, исключить курение дома, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Конечно, контролировать состояние электроприборов, ни в коем случае не использовать какие-то неисправные удлинители, там, электрообогреватели. Ну и печь то же самое всегда должна быть обслужена, и ни в коем случае нельзя ее оставлять без присмотра и допускать перекал. Ну, еще, конечно, одно очень важное направление – это контроль малолетних детей. Да, ни в коем случае их нельзя оставлять одних дома без присмотра. И не только дома, если они, например, отправляются куда-то гулять, особенно возле водоемов. Мы знаем, что в этом году у нас лед чуть позже образуется, чем обычно, да, и сейчас буквально где-то еще нет льда, где-то буквально 10-15 сантиметров толщина составляет. Поэтому, конечно, вот с детьми отдельную работу в том числе мы проводим и через преподавателей, через родительские чаты, проводим открытые уроки, приходим в школу для того, чтобы вот для детей такие меры безопасности также доводить. Поэтому вот соблюдение вот таких элементарных правил безопасности позволит вам интересно, безопасно провести Новый год. Ну вот как раз о правилах поведения на замерзших водоемах, вот хотя бы основные расскажите. Ну, здесь вот, как я сказал, ни в коем случае, во-первых, дети не должны находиться одни возле водоемов, тем более на водоеме.
Дальше, если вот у нас еще одна категория, да, это рыбаки, которые любят традиционно на первый лед выходить, там самую лучшую рыбу ловить. Поэтому здесь, мы рекомендуем, чтобы не отправляться одному на рыбалку, это раз. Исключить употребление алкогольных напитков при нахождении на льду, потому что здесь, замедляется реакция, если какая-то нештатная ситуация, то очень сложно будет среагировать. Безопасная толщина льда, мы напоминаем, что она более 10 сантиметров, но при этом лед, он же неоднородный, могут быть какие-то подводные объекты, выпуски труб или, например, возле водорослей, камышей лед традиционно тоньше, поэтому рекомендуем таких мест избегать. На лед менее 10 сантиметров не выходить на лед в ночное время, и тогда вы безопасно и комфортно проведете время. Но в этом году у нас уже такой неординарный случай произошел, да, все уже знают, в Бирском районе при перегоне отары овец, к сожалению, большое количество провалилось под лед. Эта работа продолжается. В настоящее время уже более 900 погибших животных извлекли, еще под водой они находятся. Да, поэтому здесь тоже обращаю внимание и фермеров, и сельхозпроизводителей, да, на недопустимость выгона животных на толстый лед. Пиротехника, петарды, горки, ледяные городки. Да, в этот период, конечно, традиционно всем хочется праздника, да, кто-то катается на горках. Обращаю внимание и взрослых, и детей, что это нужно делать только в установленных местах. Пожалуйста, и в городе Уфе, и в других муниципалитетах есть оборудованные специальные ледовые городки, где это можно делать безопасно. Но, к сожалению, мы каждый год практически фиксируем случаи, когда на каких-то лесных склонах, в том числе и в городе, у нас есть места, где люди катаются в несанкционированных местах, к сожалению, получают травмы, к сожалению, иногда даже бывают и летальные исходы. Поэтому еще раз обращаем внимание, что кататься на горках нужно только в установленных местах. Если вы запускаете фейерверки, то это тоже нужно делать на специально подготовленных площадках, которые каждый муниципалитет у себя оборудует. Обязательно такую пиротехнику покупать в специальных аттестованных магазинах, запрашивать сертификат качества этой пиротехники и уже дальше пользоваться инструкцией, где написано, как правильно запускать ту или иную пиротехническую петарду. А есть еще тема безопасности на дорогах. Расскажите об этом. Это гололед, непогода. Тут у нас все равно много водителей. Да, традиционно в новогодние каникулы многие люди отправляются в гости к своим родственникам, поэтому передвижение на автодорогах увеличивается у нас в Республике Башкортостан. Здесь мы традиционно, если наступают неблагоприятные погодные условия, заблаговременно водителя об этом оповещаем. И здесь рекомендуем, если такие условия, то по возможности отказаться от поездки. Если вы уже отправились в дальнюю дорогу, то обязательно нужно проверить техническое состояние автомобиля, в том числе посмотреть, чтобы соответствующее наличие бензина было, аккумулятор, чтобы у вас был работоспособный. С собой всегда иметь трос, лопату на всякий случай, да, если вы где-то можете застрять, заряженный мобильный телефон. И в случае, если вы попали в какую-то нештатную ситуацию или, не дай бог, дорожно-транспортное происшествие, то обратиться в систему 112, вам обязательно помогут. Как раз о системе 112. Очень много вызовов. Да, в неделю до 47 тысяч обращений. Как вы оцениваете оперативность, слаженность работы всей системы? И все-таки это действительно такая цифра? До 47 тысяч в неделю? Действительно, мы фиксируем, что особенно в новогодние каникулы в пике у нас бывает где-то до 11 тысяч обращений в сутки. Поэтому на этот период мы традиционно усиливаем смены в нашем центре обработки вызовов системы 112 для того, чтобы оперативно обрабатывать эту информацию и оказывать помощь нашим гражданам. Но у нас в том числе в составе дежурных смен находятся и психологи. Очень часто, особенно одинокие люди, да, когда они в празднике остаются одни, им такая психологическая поддержка необходима. И когда с ними наши психологи общаются, в том числе мы предотвращаем даже какие-то трагические случаи. А вообще какие-то есть новые подходы к реагированию? Были ли внедрены в этом году или, может быть, планируется что-то в следующем? На самом деле цифровые технологии, они в области безопасности очень активно внедряются. Мы для этого используем и различные цифровые системы. Вы знаете, начиная даже мобильное приложение, да, система 112 сейчас очень активно развивается, люди им пользуются. Это и система видеонаблюдения, в том числе и интеллектуального, не только в городе, но и на дорогах. Также у нас есть система лесохранитель, которая позволяет нам в лесах контролировать пожарную безопасность. Также мы очень активно сейчас уже внедряем искусственный интеллект в свою работу. Используем в первую очередь для прогнозирования, например, ситуации с пожарами,
уровня весеннего паводка. И эту работу очень активно продолжаем. Она коллегами, вот, например, из других субъектов Российской Федерации оценивается, что Башкортостан традиционно идет в лидерах, в том числе и по этому направлению. И это здорово. Кирилл Сергеевич, какие ключевые задачи ставит перед собой Госкомитет по чрезвычайным ситуациям на следующий год? Ну, если смотреть глобально, конечно, это вообще недопущение каких-либо происшествий, чрезвычайных ситуаций. Мы, конечно, стремимся, чтобы у нас люди вообще не гибли на пожарах, на воде, никаких происшествий не происходило, а с коллегами, чтобы мы встречались только на учениях и тренировках. Это основная задача. И это хорошие пожелания, но еще хочется услышать от вас пожелания ко Дню спасателей. Расскажите, когда будет этот день и что вы пожелаете своим сотрудникам, коллегам? Традиционно 27 декабря у нас в стране отмечается День спасателя Российской Федерации. Поэтому хотел бы поблагодарить всех коллег за совместную эффективную работу и всем нам вместе пожелать нового безопасного года. Спасибо большое, Кирилл Сергеевич, и телеканал БСТ также присоединяется к вашим пожеланиям. Это была программа «Интервью». Будьте здоровы.